Всем привет гостям и подписчикам моего канала. Сегодня на канале будет обзор бензогенератора от фирмы Redwerg. Генератор 3 киловаттовый, очень мощный. Сейчас я распакую, он пришел вот в такой коробке, очень тяжелая посылка. Сейчас распакуем, посмотрим, какой генератор и что в комплекте. Коробка. Этот генератор будем проверять, потянет ли мой сварочный аппарат, болгарку. Если все будет работать, я этот генератор буду брать с собой в походы. Ну и также дома в бытовых условиях он понадобится, так как часто у нас выключает свет. Давайте, ребят, распакуем, посмотрим, что за генератор здесь. Вот так все упаковано. Здесь вилка, 2 вилки, ключ. И больше я ничего не увидел. Ключ вот такой. 2 вилки. Ну и еще инструкция. Вот. Ну что, надо вынуть отсюда. Ну вот, ребят, как оно выглядит. Фирма Redwerg, бензиновый генератор. Бак здесь получается 15 литров. Мощность, вот тут напряжение 220 ватт. Частота 50 Гц. Так, минимальная мощность 2,8 киловатт. Максимальная мощность 3 киловатта. Так, вот тут 2 розетки, я вижу. Еще инструкцию я не почитал. Здесь какие-то вот тоже. Так, ну это не буду откручивать ничего. Здесь выключатель. Генератор четырехтатный. В коробке его таскать, ну, очень тяжело было. Здесь вот, скажем, я вынул из коробки нормально. В одиночку можно там. Автозащита, автомат защиты включен. Ну, наверное, если что, где-то замыкание, он просто будет выключаться. Вот. Ну, что еще тут? Четырехтатный картер. Сюда заливается масло. 600 миллилитров. Тут щуп. Картер пустой, как я вижу. Будем заливать масло и пробовать заводить. Как все будет, посмотрим. Так, про бак я рассказал. 15 литров емкость картера. Ну, 600 миллилитров. Дальше, в принципе, и рассказывать тут. Двигатель вот там такой. Здесь получается карбюратор, крайник вот здесь. Там с другой стороны выхлопная труба. Вот она, выхлопная труба. Ну и все. Корпус такой. Не знаю, где-то написано или нет, сколько килограмм он весит, но оно около 30, наверное. Коробка там 40 написано. Двигатель получается 7 лошадиной силы. 7 лошадиных сил. И вроде бы все, ребят, наверное. С одной части. Ну, тут карбюратор, больше ничего нету. Пустота.
свеча одна, один цилиндр, одноцилиндровый, один цилиндр, там свеча вон вижу. Ну и все. Здесь подсос. Немножко я почитаю книжку, как все это делается, первый запуск. Так, перед запуском необходимо залить моторное масло. Вот и все. Ручной стартер. Заводится ручным стартером. Вот. Будем смотреть, пробовать. Так что сейчас зальем масло и уже заведем. Попробуем сварочный аппарат. Мне хочется попробовать, потянет, нет сварочный аппарат. Но в принципе он не слабый, 3 киловаттник, 2,8 минимальная мощности. Так, ну вот такой генератор, ребят. Для удобства, для заливки я вот такой вот брусок поставил сюда. И масло я буду заливать вот такое. Так, САЕ 30. Это масло именно вот 0,6. 600 миллилитров. Сюда будем заливать. Это пришло тоже с посылкой. Уже на втором канале, на будни Олега, я обзор делал триммера бензокосилки. Там вот это масло в коробке было. Вот. Тоже от фирмы Redwerk. Так, и марку я еще забыл сказать, ребят. Бензогенератор вот RD G3920N. Вон она. Вот такой генератор. Ну все, сейчас будем заливать. Откручиваем щуп и ставим сюда воронку. Так, воронка у меня самодельная. Так все это выглядит. Ну и само масло тоже вот так герметично упаковано. Который не так просто открыть. Ну, обычное масло, цвет такой. Хороший цвет. Заливаем полностью. Ух ты! Все вытекло на. Почему так? Что-то, ребят, перебор тут. Масло переборщил я. Короче, немножко даже переборщил я с маслом. Пришлось немножко слить. Миллилитров 50. Сейчас уровень хороший. Все. И знаете, еще для удобства тут еще есть лампочка. Контроль уровень масла. Так что, если что-то будет не так, лампочка загорится. Ну, все, остается только заправить топливо и будем заводить. Вроде масло все есть. Ну и бензин, топливо еще зальем. Топливо заливаю 92-й. Здесь тоже есть шкала. Скажем, если сколько, ну, чтобы знать, сколько осталось в баке топлива. Все удобно сделано. Так. Другой воронки нету.
Так, масло залили. Короче, остается только бензин залили. Остается только завести, попробовать. Посмотрим, сколько раз я буду дергать. Да, еще хотел сказать. Чуть ранее не мог сказать, что за коробка. Здесь воздушный фильтр, оказывается. Да, и тут написано воздушный фильтр. Вот, воздушный фильтр. Воздух в карбюратор идет через воздушный фильтр. Ну и в принципе вроде все показал, ребят. Все показал. Так. Ну тут, чтобы качать. Так, открываю, в общем, заслонку. Открываю крайник. Открываю заслонку. И вроде все тут. Так. Включаем. И все, попробуем. Завелась, ребят. Второй раз дернул и сразу. Вообще класс. На улице тепло, может из-за этого. Очень легкий стартер. Вообще не чувствуется, дергая. Никакого усилия не надо. Вроде на вид мощный бензогенератор, но вибрации вообще нету. Вообще, чуть-чуть только вибрация небольшая. Сейчас будем проверять, потянет ли сварочный аппарат. 200 амперный или сколько там у меня. Вообще здорово работает, отлично. Никакого перебоя нету. Однотонно так все четко работает. Перепад напряжения вот такого я не чувствую. Все хорошо. Ладно, сейчас я переоденусь и сварочный аппарат вынесу. Вот так. Вот мой сварочный аппарат, ребят. Alkenweld 200. Попробую варить двойкой и тройкой. Потянет или нет. Посмотрим. Для того, чтобы подключить, уже будем включать автомат этот. Если где что не так пойдет, этот автомат автоматом выключается. Ну и вроде все, ребят. Надо пробовать.
Ребят, рассказываю. Вот, короче, двойкой там варил и тройкой. Вот. Ну что сказать. Когда я двойкой варил, нагрузки генератор не чувствует. Варил где-то у меня было, ну, 70 ампер, или как называется. Потом я приварил, начал варить 130 примерно, поставил тройкой. У меня автомат выбил автомат. Не справляется нагрузкой на 130. Потом повернул я на сотку. Сотку поставил. Ну и вон, смотрите. Варит. Это, знаешь, это меня радует, потому что я могу с собой взять в тайгу этот генератор и там делать сварочные работы. У меня в избушках железные печи, и, скажем, где-то что-то, какой-то ремонт, если нужен, я думал, там печку придется привезти, там что-то где-то приварить, а сейчас я могу этот генератор взять с собой, что на УАЗике, что на буране, что на лодке, и уже сварочный аппарат с собой взять, и там уже какой-то по мелочи, если ремонт нужен будет, все это сделать. Я не стал пробовать дрель, болгарку, так как все это будет тянуть. Если у меня сварочный аппарат заработал, вообще здорово. Ну и этот генератор еще по дому, знаете, как когда свет выключат, просто бывает все лето частенько выключают свет, ремонт, электричество. И этот генератор я подключу, и весь дом будет под током, скажем. Ну, и думаю, потянет и холодильник, и скважина воду, и все. Ну, посмотрим, будем тестировать, пробовать. По ходу тоже буду брать. Вот такой был как бы пробный такой тест. Вроде нормально варит. Так что полезная штука для меня будет этот бензогенератор от фирмы Redwerk. Ну что, ребят, будем заканчивать. Вот такой был обзор бензогенератора от фирмы Redwerk. Кому интересно, ссылка будет в описании. Всем рекомендую, так как этот генератор для дома и для походов, думаю, будет отлично. Вещь такая. И самое главное, мне понравилось, я смогу работать с этим генератором, с сварочным аппаратом в полевых условиях. Вот это для меня и надо было. Ну и в дальнейших моих походах, может быть, вы будете видеть. Буду брать с собой в избу. Редко этим я пользуюсь, но, возможно, в дальнейшем в фильмах вы еще будете видеть. Все, будем заканчивать. Всем спасибо за ваши просмотры. До новых встреч, до новых обзоров. И переходите по ссылке в интернет-магазин Redwerk. Пока-пока. Нужная вещь. Очень нужная вещь.